То есть это не картинка, это реально автограф Хабиба и Конора Макгрегора. Мне стыдно выяснять отношения с ребенком, который еще жизни не видел, ему 24 года. Для меня это звучит оскорбительно. Вопрос к тем, кто кричит, что они памирцы. Что вы сделали для памирского народа? Мне не нравится, как он представляет мой народ. Он представляет мой народ неуважительно, он представляет мой народ грубо, он представляет мой народ нелитературно и неграмотно. Вот что мне не нравится. Всем добрый вечер. Салам алейкум. Приветствую каждого из вас. Я не принимаю сегодня звонки от обычных земных людей, как мы. Сегодня у меня в гостях будет мастер Исмаил, а.к.а. М1. Исмаилов Исмаил по паспорту. Ну что, дорогой, здравствуй. Ассаламу алейкум. Приветствую тебя, Исмаил. Как ты, брат мой? Все хорошо, все нормально у тебя? Слушай, у меня хорошо, дорогой мой Исмаил. Позволь мне спросить тебя. Слушай, а где ты... Ладно, как тебе моя футболочка? Футболочка, смотри какая. Слушай, я не знаю, футболочка, это Исмаил Сомони, и что там написано? Написано, что все будет хорошо, брат. Я тебе вышлю такую же футболку потом. Кстати, ты мне уже одну футболку подарила. Эту футболку я одел во время прямого эфира с Нуридин Давроновым. Мало того, мы сегодня с тобой разыграем вот эту кепочку у тебя в прямом эфире. Это самый лучший вопрос. О, отлично, отлично, отлично. Очень классно, что мы вместе с Чоршамбе вам начали новую традицию, дарить подарки. Поэтому у нас идет вторая бейсболка, на ней написано City of Monday. Хорошо. Исмаил, где ты сейчас находишься? Я нахожусь в своей компании у себя в офисе. Покажи нам чуть-чуть свой офис. Или потом. Нет, могу прямо сейчас. Сейчас только секунду, подожди. Давай, сейчас я уберу, как говорится, грязное белье, да? Нет, не грязный, я свет включил. В общем, что у меня тут в офисе? Давай, рассказывай. Это номер один. От этого никуда не деться. Вот, тут всякие награды, не награды. И видишь, у меня 3 рубоба стоит наверху. Да. Смотри, первый рубоб — это рубоб моего прадеда, который передается из поколения в поколение, шохдаринская традиция, ты знаешь. Ты джунар, барон. Второй рубоб — это рубоб моего деда. Это инструмент моего отца покойного. Вот, ну тут чего тут? Тут всякие награды, исполнитель года. Моя компания, кстати, в 2019 году взяла премию бренд года. Представляешь, за год стали брендами. Ну и вот, в принципе, что могу сказать? Это Хабиб подписался на футболке для меня. Ну, Мухаммедов. Да, это я получил, пластиночку. Вот эта штука, она скоро будет стоить бешеных денег, потому что это живые подписи Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Такой штуки вряд ли есть у кого-нибудь. Это мой брат Дильшот. Как она тебе досталась? Я знаю, что ты с Хабибом виделся, но с Конором я не видел тебя. Это мой брат Дильшот Джураев, когда был в Лас-Вегасе на их бое, он так уж получилось, повезло, что он попал и к тому, и к другому, и сделал ровно 2 вот такие вещи, и одну подарил мне. То есть это не картинка, это реально автограф Хабиба и Конора Макгрегора. Вот, тут картинка, тут ли вы, в общем, как-то вот так скромненько. Слушай, Исмаил, вернись, пожалуйста, к автографам, пожалуйста. Это реально эксклюзивно, потому что я ни разу не видел, чтобы 2 автографа были прямо рядом с друг другом, настоящих. Вот в этом и фишка, то, что таких всего лишь 2 в мире, это реально, я его храню, и когда-нибудь я его продам за бешеные деньги. Отлично. Тогда вернись, пожалуйста, на свою позицию, потому что, по-моему, интернета там лучше, как говорится, ловилось. Сейчас, секундочку, я установлю обратно свой телефон. Вот так. У Исмаила все серьезно. Я вообще, ты знаешь, как я серьезно подготовился к эфиру с тобой? Я целых здесь
оборудование со светом. Баринджа говорит, там цепи, спасибо тебе за такое теплое отношение ко мне. Слушай, скажи мне, пожалуйста, Исмаил, а сейчас, на данный момент, когда я слышу Исмаил, мне уже нет того Исмаила уличного, который говорит «Туджик бача». А мне кажется, что Исмаил, он такой предприниматель, который говорит о стратегии на 2021 год. Вот все-таки это обманчиво, то, что я чувствую? Или же это на самом деле так, что ты больше предприниматель, чем творческая личность? Нет, это не есть правильно. Почему? Я тебе объясню. То есть я всю свою жизнь и все мои песни, все говорили о том, как я живу. Когда я жил уличной жизнью, когда я был, грубо говоря, ты прекрасно знаешь, как мы жили, тогда это был другой Исмаил. Сейчас Исмаил это больше семьянин, человек. Вот, например, возьму, да, если раньше в это время мы думали, куда пойти потусить, то сейчас я думаю быстрее поехать домой и уложить дочку спать. То есть, понимаешь, с годами приоритеты меняются, брат мой. Сейчас приоритеты абсолютно другие. То есть сейчас я и другую музыку делаю. Там многие говорят, там нужно вернуть старого Исмаила. Для того, чтобы вернуть старого Исмаила, нужно, чтобы Исмаил обратно вернулся в улицы. А для того, чтобы вернуться в улицу и жить с уличными понятками, нужно перевернуть всю свою жизнь и все то, что мне дал Аллах, а это невозможно. Поэтому сейчас я такой, какой я есть. Ты знаешь, я никогда в жизни не был лизоблюдом и никогда в жизни не пытался кому-то понравиться. Я всегда такой, какой я есть. Сейчас, Исмаил, который есть сейчас, это самый спокойный человек в этом мире. Если бы твой вчерашний собеседник связался с Исмаилом, который был несколько лет назад, то все закончилось бы очень плохо. Но сейчас все спокойно, все мирно. Мы мирные, прекрасные люди. Но вот то, что я сейчас слышу, это больше разговор как будто старшего брата. Не, брат, смотри, я тебе объясню одну вещь, брат мой. Мне 35 лет. 35 лет. Мне стыдно выяснять отношения с ребенком, который еще жизни не видел. Ему 24 года. Смотри, Исмаил, смотри. Вчера Чоршанбе очень резко говорил, но он очень резко говорил, но он не углублялся в проблему, да? Вот именно. Но смотри, но если ты сейчас углубишься в проблему, тогда получается так, что он не углублялся и не стал афишировать этот вопрос, а ты сейчас афишируешь. Я вот хочу к тебе как взрослому, как старшему обратиться. Можно ли сделать так, чтобы все-таки как-то ты об этом говорил, но также поверхностно, чтобы мы, чтобы не все наружу вышло, понимаешь? На самом деле я хочу просто поставить точку над этим вопросом. Просто. Сейчас мы разговариваем с тобой над этим вопросом. Это будет первый и последний раз, когда я уделю свое время этому человеку и обобщу всю эту проблему. Поэтому, брат, я прошу меня выслушать. Во-первых, начнем с того, кто есть настоящий помирец. Кто есть настоящий помирец? Я больше всех пострадал от того, что я говорил, что я помирец, был всем-то. Больше всех, кто бы ты ни было. У меня из-за того, что мы помирцы, убили моего отца на моих глазах. Ты это знаешь прекрасно. Да. Мы с тобой всю жизнь в Душанбе, живя, каждый день в драках доказывали, что мы есть, кто такие есть помирцы. Такое было. Мы все это делали ради чего? Ради того, чтобы завтра нам сказали, что мы помирю, да гапнисты. Делали это? Да. Это во-вторых. В-третьих, всю жизнь я в песнях пою «Ма бадавши». У меня есть песня «Озум из помири». Хоть раз ты видел, чтобы я где-то не говорил, что я помирец? Я ни разу не видел. Ты был свидетелем, когда всегда я говорил, что я помирец, и это говорил я с высоко поднятой головой? Да. Вопрос к тем, кто кричит, что они помирцы. Что вы сделали для помирского народа? Что? Вы сейчас, многие из вас, наезжаете на того человека, который, извини меня, человеку 24 года, ты был свидетелем. Я в 24 года качал страны и города, брат. И ты вместе со мной был в этих городах. Да. Я есть мост между помирцами и таджиками. Я всегда за что? За то, чтобы все жили мирно. Почему? Потому что я пострадал от этого.
От этого пострадала моя семья. Когда памирцы говорили, что они памирцы, кулябцы говорили, что они кулябцы, гаровские говорили, что гаровцы. Чего мы добились? Что мы Ничего. Ничего. Как ничего? Мы добились того, что... Не. Я говорю, что результат этих недопониманий была просто... Тысячи смертей, гражданская война. Все убивают друг друга. Теперь перейдем дальше к тому, что случилось между нами. Все было очень просто. У меня очень многие спрашивали мое мнение про Чоршанбе, так как многие знают, что я являюсь мостом между памирцами и таджиками. И так было всегда. Я даже в твоем прямом эфире, когда речь зашла о нем, что я сказал? Когда сказали, что он говорит, что он не таджик, что он памирец. Что я сказал? Я сказал, это его личное право, кем хочет, тем и себя называет. Нет, ты сказал, каждый имеет право себя называть. Да, хоть киргизом себя называй. Мне какая разница, кем ты себя называешь. Единственное, что мне не понравилось, это один раз, то есть я у себя же под постом в комментариях написал, я хочу дословно это все прочитать, чтобы было ясно, в чем вообще проблема и что происходит. Когда меня спросили, что ты думаешь об этом человеке, он оскорбляет таджиков и т.д. и т.п. Я у себя в комментарии ответил, комментарий. Я ответил, он болен, он просто болен. 2 боя и 2 дисквалификации говорят о том, что у этого человека не все в порядке с головой. Поэтому прошу вас не обращать на него внимания. Нужно только посочувствовать ему. Хоть слово о нации было? Нет. Почему я решил, что он психически болен? У него было всего лишь 2 боя. В обоих боях его дисквалифицируют. Потому что он делает то, что не разрешено по правилам. И он это оправдывает тем, что я видел это в фильмах это можно. Первое мое недоумение. Я потомок Шириншоша Теймура, я потомок Литуша, я такой же памирец, как Мубуракшо и Далер Назаров. Это те люди, которые поднимают гордость и имя Памира во всем мире культурой, творчеством, своим IQ. Сейчас приходит человек, который называет себя памирцем с большой буквы, и какой он пример дает нашей молодежи? Какой? Пример разделять друг другом. Самое обидное, что за ним подвелась вот эта гора молодежи, которая начала говорить, да, ты прав, мы такие, мы совсем другие. Вы все люди, ребята, мы все люди. Все на свете люди. Не надо быть такими нацистами. Что мы делаем? Исмаиль, Чоршанбе себя не называет нацистом. Он говорит о том, что он называет вещи своими именами. Вот посмотри. Вот то же самое, твой Чоршанбе вчера в прямом эфире. Послушай, он не мой Чоршанбе. Хорошо, наш памирский брат. Мой любимый брат Чоршанбе. Ты ему вчера задаешь вопрос. Обычный человеческий вопрос. Чем тебе таджики не понравились, то, что ты говоришь, памирца в зеркале увидишь, я настоящий памир. Нет, об этом мы не говорили. Нет, зеркало мы не говорили. Говорили, я просто тебе... И он тебе сказал ответ. Он сказал, тоджикенин муача поддержка, на чудо бадузам реши чуд, вата все равно поддержка, накинен, оста тока аспумир баруматкину. Получается, если бы таджики тебя поддержали, ты бы за Таджикистан выступал. А какой ты настоящий патриот? Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы с этим человеком в дайректе все порешили, что мы встретимся и пообщаемся. Так. Я никогда не хотел это на резонанс выходить. Вчера в твоем эфире я задал обычный вопрос. Какой вопрос я задал? Исмаиль, ты вчера, не то что с надеждой, ты думал, что ты сейчас просто зайдешь как зритель и просто задашь вопрос. Да. Ничего такого. Я задаю ему вопрос. То есть, что ты думаешь тебя приглашали ли в какие-нибудь профессиональные организации? Потому что мне это интересно. Он начал говорить, памирская пословица, никто не забыт, ничто не забыто. И в итоге сам же говорит, я свою историю не знаю. А потом я ему говорю, ты не знаешь свою историю, о чем с тобой мне говорить? Он говорит, ты на смерть наступил. Что это за бред? Смотри, я никогда не позволю, чтобы из-за меня мой памирский народ друг с другом выяснял отношения. Никогда этого не позволю. Пример. Мне очень многие начали звонить с Москвы, с Питера. Мои родственники, мой дядя, ты его знаешь, Руслан Шоубой.
Может быть, кто-нибудь из вас тоже его знает. Вообще-то Руслан Шобой мой дедушка. Вот. Он всегда хотел пойти и пообщаться с этими людьми. Я попросил их всех этого не делать, потому что я никогда не буду причиной того, что помирцы друг с другом будут разбираться. Это мое личное дело с этим человеком, и оно никак не касается национальности. Мне не нравится, как он представляет мой народ. Он представляет мой народ неуважительно, он представляет мой народ грубо, он представляет мой народ нелитературно и неграмотно. Вот что мне не нравится. Почему? Потому что зайди в YouTube. Любое его видео, прочитай комментарии. Если он говорит, что он помирец с большой буквы, пускай он ведет себя как помирец с большой буквы. Но пускай смотри, он уважает людей. Но смотри, это значит то, что определенный регион может представлять только культурный, литературный, грамотный человек. Но есть, допустим, такие ребята, которые тоже хотят представлять. Им что делать? Допустим, Чоршанбе, он грубый, он, дальше ты говоришь, невоспитанный. Значит, он не имеет права представлять Памир, да? Или как? Как это происходит? Кто решает? Пускай представляет Памир с лучшей стороны. Представлять Памир или нет? Кто это решает? Это никто не решает. Я же еще раз говорю, он как хочет, так и пускай представляет. Мне это не нравится, это мое личное мнение. Мне не нравится, как он представляет мою страну, как он представляет мой народ. Мне это не нравится, и я имею на это полное право. Теперь перейдем к нашему общению. То есть я написал это в Телеграме, вот посмотрите, все посмотрите, и мне пишет Чоршанбе. Ассаламу алейкум, набери мне, скидывает скрин, говорит, это что? Я ему отвечаю, валейкум салам. Это было мое мнение о тебе на тот момент. Да, слушай. Он говорит, послушай меня, свое мнение вот есть, при себе оставь. Какого черта ты на общее это пускаешь? Я ему пишу, во-первых, тон пониже, не со своим сверстником общаешься. Во-вторых, ты себя вел именно так, как я писал в комментарии. В-третьих, я еще раз подчеркну, это было мое мнение о тебе на тот момент. Сейчас, если тебе интересно, то оно поменялось. Но если ты хочешь продолжать разбор полетов, то без проблем. Он пишет, ты в каком городе? Я пишу в Душанбе. Но если ты хочешь встретиться, то буду только рад тебя увидеть. Буду в Москве в апреле. Он пишет, увидимся, поговорим, значит, а то у меня пальцы не так накачаны. Я ему пишу, там пождатке, вахца сюда обязательно в нам. Он пишет, да ну нахуй, тот померел. Я ему пишу, вы нужен помере, фокат фаме, я за то на фаме. Он пишет, геонай, оз на фамом, возьми на дамлю. Я ему пишу, там бахехке, фокат помере, это фаме, что Исмаил помере, но тот на фаме, но это не важно, теперь знаешь. И последнее сообщение голосовое, которое я ему отправляю. Не, голосовой ты отправляешь, да? Я. Пожалуйста. Ici, за то претензияность. Хумнейном цалидет, мумнейн, вот, як там вахт. Бад, я лавгату интервьюеном чух, то естественно, мумнейн бедался. А тхога аптеуз отвечать, к нам в любое время и чизет проблема не сверут. Тон сафорк апдейт, проблем нест, меньшого апреля цаядом, хономерин лак, возьмем хономерин турлаком, кивам, نفهمه جویانده چوی بریزم خو چک چکم هیچ چیزت به مساوات هیچ چیزت проблема نیست а так как говорится Аллах тебе в помощь йо алимадет честно. Вот чем закончился наш диалог. На это мое последнее сообщение он мне ответил, и мне сейчас, клянусь тебе, если что, мне очень стыдно сейчас. Мне очень стыдно, что я на всеобщее обозрение выяснял отношения с моим братом. Каким бы он ни был, он мой кровный брат. И мне стыдно, что мы все вот это на всеобщее обозрение пустили. Не, Исмаил, я сегодня... тебя пригласил, послушай, я тебя пригласил на это интервью, ну, как бы не интервью, на этот лайв, потому что мне хотелось бы, чтобы ты был представлен для зрителя такой, какой ты есть. Потому что вчера, когда ты появился в разговоре, все как-то негативно стали реагировать. Я хотел просто с тобой поговорить и показать, какой ты. Понимаешь? Я хочу показать, какой Чоршанбе, какой ты. У меня не было задачи, чтобы это было как-то так, знаешь, на таком
на таких волнах. Но ты имеешь полное право, потому что ты сейчас взял эту возможность и использовал так, как ты хочешь. Потому что вчера Чоршанбе сказал: слушай, я хочу говорить на памирском. Я сказал: брат, никаких проблем нет. Поэтому я тебя прекрасно понимаю, что ты сейчас сказал свое слово. Все по чесноку. Это, брат, мое слово, это то, что есть на самом деле. Я еще раз говорю, что мне сейчас стыдно, что я начинаю выяснять отношения с моим же амирцем, с моим же кровным братом. Но сейчас проблема в другом. Проблема в том, что я тебе сейчас прочитал переписку, мы с ним все порешали, что мы встретимся и поговорим. Последнее, чем закончился наш разговор, йо алим мадад. Точка. Точка. То есть ты вчера был свидетелем того, что этот человек ни с того ни с сего, то есть я ему задал вопрос профессионального характера, который не имеет никакого отношения к моему отношению к нему. Если бы я негативил, это бы другое дело. Исма, я не понимаю, возможно, у него окружение такое странное, что они его подначивают, вот делай вот так, говори вот так. Возможно, он еще молод, я просто не знаю. Очень жаль, что сейчас границы закрыты. Я тебе клянусь, мне бы не было лень, ты меня прекрасно знаешь. Мне бы не было лень пойти купить билет и сейчас же полететь туда. Вот не было бы лень, клянусь. А вот те люди, которые говорят: я чах, я предатель. Кто здесь предатель, кто здесь чах? Тот человек, который всю жизнь кричит, что он помирится, ходит с гордой головой. Тот человек, который, это просто, это обидно. Обидно, что новое поколение равняются на не тех людей, понимаешь? Равняйтесь. Почему тогда вы на Далера Назарова не наезжаете, что он поет на таджикском? Интересно? Почему, раз вы такие патриоты? То есть, понимаешь, патриотизм это совсем другое, национализм это совсем другое. Понимаешь? Когда люди говорят, что, например, девушки такой-то нации имеют право встречаться и жениться только на своей нации. Разве это не нацизм? Это нацизм, брат мой. Разве, если тебя лишают свободы и говорят, что ты не должен делать это, ты не должен делать то, ты не должен уважать другую нацию, это не нацизм, это нацизм. Ну, смотри. То, что по поводу другой нации жениться или нет, это было. Но по поводу не уважать другой нации, такого разговора не было вчера. Смотри, я вчера говорил 3 раза Чоршанбе о том, что мне очень нравится... Послушай, Исмаиль. Я 3 раза ему сказал, что мне очень нравится, что у него есть свое мнение. Я сказал о том, что такие ребята, которые ничего не боятся, они должны быть. Понимаешь? Я при этом говорил то, что он остро говорит. Я говорил, что... Поэтому то, что ты говоришь, ты имеешь полное право также говорить культурно, некультурно и тому поэтому. Сейчас моя задача не быть на твоей стороне и на его стороне. Моя задача, чтобы каждый сказал свое слово. И дай Бог, чтобы в какой-то момент, я не знаю, я был рядом, а вы стояли и просто говорили «врут». Вот со смехом вспоминали эти моменты. Но возможность говорить друг другу и по моим прямым эфирам, но это классно, что выясняются какие-то вопросы. Это классно. Послушай, слово таджика в зеркале увидишь, это уже нацизм. Но, слушай, для меня, человека, который рос в своей стране, представляет свою страну, это звучит так оскорбительно. Может, для тебя это не так. Для меня это звучит оскорбительно. Но ты видел, да, по этому поводу он говорил, он сказал свое слово, да? Потом. Что он сказал? Я извиняться не буду, и я на своем слове стою до конца? Да. Вот это он сказал. Ну, смотри, давай тогда сделаем так. У нас получается такая история, что мы вчера говорили насчет тебя, где-то 10 минут. Да? Исмаиль, скажите, какое ваше любимое блюдо? Это мое любимое блюдо, черчуй, конечно, брат. Слушай, а у тебя щерчак готовит жена или мама? Когда как. Иногда мама, иногда жена. Иногда я сам. Какой у тебя любимый вот этот MG? Любимый это который смайлик перевернутый. Слушай, Исмаил, а когда тебя называют основателем хип-хоп и рэп-индустрии, ты с этим согласен или как-то ты говоришь, ну да, так и есть? Ну, на самом деле я немного не согласен. Я основатель
популяризации данного стиля. Это как, например, в Америке основатели хип-хоп, это Африка Бамбаата. Но кого не спросишь, все скажут, что это Тупак. Почему? Потому что одни люди его основали, вторые люди его популяризировали. То есть и считаются в основном основатели те, кто его популяризировали. Я себя считаю популяризатором таджикского рэпа. Но называя себя основателем таджикского рэпа, я, наверное, оскорблю тех людей, которые до меня этим занимались. Слушай, а можно чуть-чуть покритиковать тебя? Да, конечно. Ты готов? Вот раньше ты был такой достаточно жестким к тем людям, которые вот чинопочитание, коррупция, вот такие моменты, да, на таджикском кумлесаки, да, вот за то, что ты очень часто об этом говорил. А потом ты стал таким предпринимателем, у тебя появились связи, ты стал больше работать с организациями, с государством, и как бы ты чуть-чуть успокоился. И такое впечатление, что эти проблемы исчезли. Что произошло? Ты успокоился? Как это? Нет, на самом деле, если я раньше просто об этом писал и говорил, то сейчас я действую. Сейчас я больше действую. Если я вижу где-то несправедливость, то я уже посредством связей, посредством своих действий пытаюсь сделать так, чтобы эта несправедливость закончилась. Вот я тебе скажу честно, например, редкие моменты, где я выставляю видео, когда я делаю кому-то добро, то это видео только связано с тем, что есть какой-то спонсор. Все, что делаю я сам, я никогда этого не афиширую, я не буду это афишировать, потому что... Исма, хочешь то, чтобы, что-то такое, чтобы как бы уже было хорошо? Скажи, есть ли у тебя возможность, у меня вчера Чоршанбе попросил сделать репост группы Хайру Баракат. Там девочки в Москве сделали благотворительный фонд и помогают нуждающимся. Ты сможешь после эфира сделать репост Хайру Баракат? Да без проблем. Ну что ты за вопрос задаешь? Ты сможешь, конечно. Я, видишь, я культурный парень. Я люблю, когда следовавший это мумкин, шумо хамин чидро репост кунет. Мало того, я даже готов вложить свои финансовые ресурсы в этот фонд. Если это реально фонд, который помогает людям, с радостью. Но, слушай, денежки если их много, конечно, можно и Хайру Баракат, но 24-го во время онлайн-концерта, я напоминаю, дорогие друзья, на сайте clicksars.ru более 23 артистов с Таджикистана, Афганистана и Ирана будут выступать в формате онлайн на благотворительном концерте. Один из артистов является Мастер Исмаил. Во время эфира вы можете перевести деньги на счета, там есть счета, и эти деньги пойдут на помощь и поддержку тех людей, которые пострадали от COVID-19. Поэтому, Исмаил, ты не только будешь выступать, можешь и во время своего выступления отправлять деньги на лицевые счеты. Обязательно, обязательно. Дай Бог, мы с тобой это сделаем. Это очень большое дело. Я же говорю, ты вот все 2104 человек должны брать у этого человека пример, потому что он, сидя дома, не просто тухнет, тупо глядя в телевизор, сидя в Инстаграме, он, сидя дома, делает очень большие дела. И вы ничем от этого человека особенно не отличаетесь. У вас 2 руки, 2 ноги, 2 глаза, нос, рот. Вы такие же, как и он, и вы тоже при желании можете сделать очень многое. Они могут даже еще просто больше, подумать, чем я. И уже даже сделали, по-моему, больше, чем я. Кстати, Далер Спорт с Нью-Йорка с нами, он пишет, мы все должны взаимно дополнять друг друга и оставаться братьями. Естественно, естественно. Садфойс. Я клянусь, вы же знаете, что я редко с кем-то конфликтую. Я не такой человек. Ты свидетель, слышал. Любой человек, который знакомится со мной лично, что он говорит? Я думал, ты выпендрежник, ты такой-сякой. Но, ты же знаешь, что я не такой. Я добрый, хороший, правильный человек. Да, в своей молодости я был сумасшедшим человеком. Естественно. Но сейчас это совсем другой Исмаил. Это совсем другой человек. Поэтому я еще раз повторяю. Мне сегодня и сейчас стыдно. Стыдно из-за того, что мы сделали такой конфликт, такой резонанс. Еще и с человеком я братский кровник или кровный братец. Вот. Мне очень стыдно от этого. Я очень надеюсь, что эта ситуация
наладится, все поймут меня и все закончится. Слушай, Исмаил, она обязательно наладится. Слушай, ты видел, кстати, запись Конора Макгрегора по поводу того, что он поддержал Хабиба, что его отец сейчас находится в тяжелом состоянии? Ты представь, два человека, которые ненавидят друг друга, просто презирают друг друга. В какой-то момент все забыто стало. И он его поддержал в такой момент. Не, естественно. Ну, Конор, он видишь, он больше шоумен, он же все это делал. Он же на самом деле не является плохим человеком. Он на самом деле хороший человек. Просто он в один момент понял, что трэш-ток это и есть дорога к славе и к деньгам. И он играет свою роль. Я сомневаюсь, что он прям такой черт конченый. Вряд ли. Он тоже человек. Все мы люди на самом деле. И у всех у нас есть ангел и дьявол. От этого никуда не уйти. Поэтому, брат, что могу тебе сказать? Могу тебе пожелать удачи, счастья, всего хорошего, родной мой. А я, с твоего позволения, поеду. Берегите себя, родные. Йо Алимадат. Мавлу Алимадат. Удачи тебе.